Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канала Якутия-24, с вами Петр Цепандин. Мы находимся, как обычно, в гастростудии ресторана «Мусхая», и к нам сегодня в гости пришел артист Государственной филармонии Якутии имени Галины Михайловны Кривошапко, студент Арктического государственного института культуры и искусств Василий Пенигин. Василий, приветствую! Приветствую! Да, спасибо, что ты согласился быть гостем нашей передачи. Сегодня, к сожалению, нету с нами Семена Тарбахова, он занят, но тем не менее... Я более чем уверен, что ты справишься, чем ты к нам сегодня пришел, что, собственно, будешь готовить. Сегодня я хочу представить вам наше якутское блюдо. Так, и жаркое называется. Жаркое. Классическое наше жаркое. Хорошо. Я смотрю, у тебя жеребятина, по-моему, лежит, да? Говядина. А, говядина? Говядина, картошечка, лук, укропчик. Так, я так понял, опыт у тебя готовки есть, ты с готовкой на «ты». С готовкой я, конечно, больше всего своей супруге доверяю. Да, конечно. Но когда она, конечно, с работы уставшая, все придет, я, конечно же, говоришь, дорогая, отдыхай. Организовываю тыл такой семейный, да. Ну, молодцом. Ну все, давай начинать. Сколько времени, кстати, требуется для того, чтобы это... Так, минут 40. Минут 40. Ну, как раз ориентировочно передача, минут да, 40. Минут 40. Ну, тем более, что, учитывая это временные рамки, у нас есть все равно передача, да, эфир, мы, как часто говорим, не резиновый. Давай начинать. Точнее, ты начинай, и параллельно рассказывай, чих ты будешь и все такое. Про себя немножко, визиточку, пожалуйста. Так, родился я в Ангинском Улусе, село Амга, в 93-м году. Кысамма. Кысамма. Ага. Вот, самый райский край для Якутии. Да. Вот. Каждая лягуша хвалит свое болото, ладно. Опустим это. Это прикалываюсь, конечно. Вот, окончил Амгинскую среднюю общеобразовательную школу номер 2 в Амге. Вот, занимался спортом, параллельно вокалом занимался. Ну, соответственно, и сейчас вот я посвятил всю свою жизнь песне. Да, но тем не менее, после школы ты не сразу пошел петь. После школы нет. Я поставил себе цель в жизни стать юристом. Ну, как бы для любого такого постсоветского мальчика, наверное, мечта стать там или медиком, или вот так, достойную мужскую такую профессию получить. И поэтому юридически поступил. И поэтому я поступил на юридический, чтобы уже служить в правоохранительных органах и частной практикой заниматься юридической. Да, перебивай. А родители чем занимаются? Они тебя настрополировали или как? Родители, наоборот, очень хорошо отнеслись к моему выбору. Как бы никогда не препятствовали. Вот чем я занимаюсь, тем и лишь бы сын был счастлив и все. Да. Да, здорово. Отец у меня шофер, мама у меня воспитатель в детском саду. Вот, и как бы очень такую большую роль воспитания сыграла. То, что вот у меня мама педагог, и очень сильно благодарен ей за это. Вот. И поступил на юридический, выучился? Поступил на юридический, выучился, сдал все экзамены, получил диплом и поступил на государственную гражданскую службу, Федеральную службу судебных приставов. Так. Вот. Это же очень тяжелая работа. Да, очень тяжелая. Немножко нервная, психологическая такая, да? Да, когда я Не все рады их видеть, скажем так, сразу. Да. Вот когда я заканчивал юридический, мне декан сама сказала: обязательно иди в судебные приставы. Как бы это для тебя очень будет большой старт, как для юриста, да, и в дальнейшем правоохранительных органах. Потому что если собираешься связать свою жизнь юридической этой, то есть именно в полях посмотреть, где эти взаимоотношения получаются. Да. Все равно как бы всю эту кухню видно, и непосредственно вот ты с человеком работаешь, вот, с должниками, все вот это вот взыскание, непосредственный контакт 24/7. Серьезная работа, скажем так. Очень, очень серьезная работа. И
очень ответственная. Как бы это все равно вершить судьбы людей. Ну как да, бы да, большая да. ответственность. Ну, как и любая другая работа, только Потому что, профиль да, совсем ну, другой. скажем так, ну, люди же не понимают, что люди, в том числе и ты, да, работаешь, ну, выполняешь свою работу. Да. Они думают, ну, обезличенно же не могут смотреть, все равно смотрят и говорят, ах, вот негодяи забрали последнее, ну, чуть ли не так, да, ну, то есть могут быть какие-то такие уже и меры применять, или как? Были какие-то казусы? Конечно, судебный пристав, мне кажется, вообще без этого не может. Ну, как бы, то есть у него профессия, это часть его профессии. Как бы тоже недовольство у людей выслушивать, ну и как бы люди закон не знают. А незнание закона не освобождает от ответственности, как говорится. Крылатая фраза. Да, и все равно, ну, судебный пристав, он же психолог, таким психологом является. Ну да. Да, чтобы вот успокоить должника, допустим, все равно люди не понимают. Ну, Наладить контакт, да, очень важно. Да, наладить контакт обязательно. И мне кажется, то, что судебные приставы они огромную работу делают, ну, выполняют. Так, и долго занимался ты? 4 года Ага. занимался взысканиями. Я непосредственно был судебным приставом-исполнителем. Так, давай картошку вот Так, сюда уберем, давай. да? Я помогу ее помыть тебе. Так, хорошо, Да, отлично. да, а ты берись уже Так, за лук и продолжай рассказывать. Как говорится, что было дальше? 4 года прошло. 4 года прошло, и я решил сменить профессию. Вообще, ну, уже начал задумываться. Посчитал то, что нужно развиваться дальше. Ну, что-то в голове такое, можно сказать, стукнуло. А Вот. что послужило? Ну, потому что же это сложно же, ну, бывает для человека принять решение, вдруг ты судебный пристав, и вдруг, ну, условно пошел в артисты, да? Да, Петь на сцену. Это как-то так, это же Ну, даже не 360, а 180 градусов. Ну, ну да, и чуть далеко зайдя, можно сказать, да, ну, вкратце расскажу. Рассказывай, интересно очень. Когда работал еще судебным приставом, был такой вокальный конкурс среди сотрудников правоохранительных органов. Вот. Художественная самодеятельность, так называемая. Наверное. Ну да, скорее всего. И вот на меня вышла Осекритова Юта Станиславовна, она вот начальник культурного центра МВД по республике Саха-Якутия. Вот, и она вот, ну... Как-то прознала, что ты поешь? Да, узнала, что я пою. Так. Вот, и сказала мне, вот, Василий, обязательно приходи на конкурс, мы очень хотим тебя увидеть, поучаствуй. Все, я, конечно, прям весь полон энтузиазма такого, побежал туда. Ну, ты, по-моему, мне помнится, ты рассказывал, что ты и в детстве не стеснялся и все время пел, выступал и как бы Да, участвовал показывал себя. в Потому что разных же, ну, конкурсах. всегда же считается так, ну, вот, ну, как мальчики, это, ну, да, пусть девчонки поют, типа, там, Да, ну, да, как да. бы стесняются, либо не хотят, либо там, ну, Да, как вот бы эти так. вот все равно устои, какие-то стереотипы. Стереотипы есть, Да, да. сложились вот, ну, у людей, да, то, что у мужчины должна быть мужская профессия. Ну, чуть ли не так, да. Ну Ну, да, Петя, как так, бы. ну, немножко несерьезно. Да, Вот он. и мне вот вообще, как кажется, работа вокалиста, вообще самого артиста, она очень такая кропотливая, очень сложная. Тяжелая работа. Да, Я знаю. как бы я вот позже начал этим заниматься и, ну, поступил в институт практически, стал там что-то для себя новое открывать. Вообще, Ну, то есть, вот, чуть-чуть заходя обратно, ты позвали на конкурс, да, позвали меня на конкурс и, ну, спел, соответственно, как бы. выиграл, наверное, нет? Ну, второе место занял Ну почетное, вот, да, лауреат, так, ага. конечно, лауреат второй степени стал. Вот, ну, для меня это все равно было увлекательно, и смотреть то, что твои коллеги, вот, как сказать, да, тоже очень хорошо поют, активно Да, участвуют да. вообще Да, в этой творческой жизни. Вот, мне это очень понравилось. И ты решил сменить профессию. И потом я уже решил сменить профессию. Юта Станиславовна меня к себе позвала в культурный центр работать. Вот, я, конечно же, не отказал, и мы с ней еще вот годик железно вместе работали. Очень плодотворно получилась наша работа, очень хорошо все подружились.
очень много новых знакомств, да, вот, новые коллеги, вот, ну, Да, творческие люди уже. Творческие Чуть-чуть люди. другие люди уже Да. наверняка, да? Потому что Конечно, и, соответственно, уже и про людей многое узнаешь, и вообще про само искусство, как бы из хобби это уже потихоньку начинало превращаться у меня в профессию. То, что тебе уже в душе лежит, то, что тебе нравится, сердцем, да, всем? Да, всем сердцем, вот то, что Ага. я вообще прям люблю, вот обожаю, это для меня... И петь, и сцену. Да, и сцену я уже... А были моменты, когда ты стесняешься или там... Не было? Нет, стесняться не стесняюсь, но волнуюсь очень Не, ну да, ужасно. ну, предстартовый монтаж это нормально. Да, даже вот народные артисты всегда же говорят, если перед выходом у тебя нету мандража, говорят, значит, ты, говорит, тебе уже пофиг. Это не должно быть. Да, Когда есть волнение предстартовое, это всегда, это здорово, наоборот. Да, это вот делает. и... Вброс адреналина мощный, да? Да, вброс адреналина очень огромный, как бы, но все равно и чувство ответственности, скорее всего, такую большую роль играет. Давай вот мисочку Так, складывай. еще одну мисочку. Да. Да, давай. У нас мисок много, слава богу. Вот, на чем мы остановились? Ответственность. Да. Да, чувство большой ответственности роль играет. И для меня каждый выход на сцену, он всегда, конечно, такой трепетный. Как бы всему себя отдать зрителю, вообще все, что ты чувствуешь, все, что ты как бы понимаешь, знаешь в том или ином произведении или в песне. А как ты стал студентом? Вот, как раз таки я выступал на празднике, на День оперы. Давай так сделаем. Может быть, ты мясом займешься, потому что я чувствую, что мы немножко так. начинаем это. А я буду картошку да. уже. Я понял, как ты это делаешь. Да. Да, и кубиками. Да, главное, кубиками, резать. мелкими, да, сделать. Лишнее убираем. Вот. Итак, дальше. Вот, и дальше, соответственно, на Дне оперы выступали мы со службой 02, с вокальным ансамблем. Вот, и меня заметила Людмила Анатольевна Шумилова, наш главный хормейстер Государственной филармонии. Вот, и, конечно, она очень захотела меня услышать. Как бы пригласила на прослушивание. Василий, обязательно приходи, послушаем. Вот. Я, конечно, даже задумываться не стал. Сразу пошел. Да, Юте Станиславовне, конечно, начальнику своему непосредственному отчитался, сказал, Я что пошел. вот приглашают. Она меня очень поддержала. Она вот на самом деле, если бы не Юта Станиславовна, вот, как бы, я такую карьеру бы не начал на самом деле. Вот. Нет, ну это же как бы одно дело, ты просто поешь, да, а другое дело, это же поворот в жизни, то есть ты, получается, уже и жизненный свой путь меняешь. Да, очень сильно. Да, ну, у меня было такое чувство, будто я уже был готов к этому. То, что вот меня ничто не останавливало, как бы то, что вот я юридическое образование получил, ну, как бы, не знаю, путь к своей мечте, что ли, вот такой маленький осуществил пока что. Значит, это большое везение, да? Да, скорее всего, соглашусь. И Людмила Анатольевна вот прослушала меня в итоге, обязательно сказала приходить. Я, конечно же, уже начал готовиться. У нас сезон же творческий всегда с сентября начинается. Да. Вообще театральный сезон. Ну да, да. Да, и- Телесезон, кстати, тоже, да, осенью начинается, весной заканчивается. Вот. Лето вроде как бы отпуска, да? Да, вот у нас и так то же самое. И в сентябре, соответственно, приступил к работе. И сразу же мы поехали на гастроли. Филармония. Да, сразу уже. С места в карьер, да, так называется? Да, как бы очень серьезные произведения пели. Такие вот, как кантата такая «Колокола» Рахманинова. Исполнили в мюзик-холле, в питерской капелле, тоже певческой капелле выступили. То есть, подожди, опять же, я тебя перебиваю. Так. Ты пел, стал студентом и уже сразу начал вот такие классические эти, да? Нет, я еще вот только стал студентом, только поступил, Ага. И получается. работник филармонии ты? Да, уже И студент. И студент, и работник И уже филармонии. поешь вот классические какие-то эти. Разве, ну, может быть, я немножко ошибаюсь. То есть это можно сразу вот такие классические эти произведения уже начинать петь. Ну да, как бы требуется только желание, Ну, конечно. ладно. Ну, то есть Да. подходишь и говорят,
Молодец, давай. Нет, как бы все равно потенциал смотрят, там, ну, как ты вообще держишься? Я просто думал, что ну, для того, чтобы стать оперным певцом, ну, вот такие классические произведения исполнять, то ну, какой-то такой недюжинный, не просто таланта да, одного, а еще нужно обучаться и все Ну, прочее. конечно, и вот непосредственно я поступил в АГИКИ, Ага, Арктический институт культуры и искусств. ага. Вот, куда попал в класс нашей народной артистки Российской Федерации Айталины Адамовой. Это вообще везение. Да, вообще, вот мне кажется, я вообще сорвал джекпот. Ну, вот я и говорю, ты везучий человек, я не зря это упомянул. Это же не просто так. Вот, и, Ходячая легенда, скажем так, да? конечно, вообще, можно сказать, даже гигант оперы, да, вот такой якутской, и вообще, как бы, в России. Народный артист. Да, народная артистка. И получить такой колоссальный опыт для меня было это вообще что-то с чем-то. Я был очень счастлив, я был очень рад, то, что все так повернулось. И то, что вот она вкладывает вообще в своих студентов, Делится опытом. Да? делится огромным вообще опытом. Ну. Как бы она вот в студентов это все впихивает. Вот, да, без конца чему-то обучает, и ты чувствуешь, что ты можешь у нее многому еще научиться. Вот как обычно дети, бывает же, уже взрослым отцам говорят, вот спасибо, папа, что ты меня всему научил, но плохо, что не всему. То, что я вот, ну, не успел еще многому научиться. Вот и также у нас и Айталина Савична, допустим. Так, мы сейчас заняты подготовкой, да? Так, сейчас, да, лучок уже греет. Можно сковородку, наверное, включить уже. Я вот тоже что-то об этом хотел сказать. Ой, Давай, слезы уже наворачиваются от этого лука. А, да? Ничего, Ну. ничего. Слезы радости, как говорится. Ничего страшного. Так, я пока на максималку поставил. Так, хорошо. Ну, видимо, масло нужно. Да, масло немножко подлить. Чуть-чуть сковородка уже нагревается. Ну, там, не дай бог. Водичка. Скажи стоп. Все. Оп, хорошо. Так, пока сковородка нагревается. Хотел бы еще раз сказать. Рассказывай. Недавно, получается, то есть в прошлом году, в декабре, мы ездили в Москву. Так. На гастроли оперу «Нюргум Ботор» показывали. Вот, совместно театр оперы и балета и хор филармонии, симфонический хор филармонии. Съездили мы очень удачно, побывали на таких сценах, как Мариинский театр в Санкт-Петербурге. Вау. Вот, вообще это... Это вообще вот да, топ. Это да? вообще, не знаю, такая энергетика от этого зала вообще, ну, не то что зала, а от самого такого помещения, можно сказать. Как бы такие выдающиеся артисты все там выступали. Ну да. Но Большой театр это вообще как бы ничего не скажешь. Ну да. Да, вообще только одни эмоции. Вот. Выступили еще также на Поклонной горе, отдали дань павшим в Великой Отечественной войне. Вот. Ну и, соответственно, вернулись уже сюда совсем другими людьми. Ну, говорят же, да, каждая поездка, ты можешь уйти одним человеком, вернуться уже другим, да, что-то Да. узнаешь новое, что-то. Так, первым делом мясо. Да, потихонечку скидываем мясо. Да. Я подготовил тебе лопаточку, Ой, спасибо, если большое. что. Мясо зажарится. Чей рецепт, кстати? Давай немножко уже про еду. Так, чей рецепт? Ну, скорее всего, ближе мамин. Мамин рецепт, но Ну, то есть мама показывала, ты учился и вот как. мама готовила, я смотрел. Да, и как бы все равно, может, чего-то тут не хватает, конечно, но я Ну, надеюсь, мама максимально посмотрит и стараюсь. не скажет, да кто так готовит. Да-да-да. Не скажет такого. А вообще, ты же говорил, что ты уже любишь готовить, да? Умеешь готовить. Так, поменьше, Ой, да? так, поменьше. Давай, может, Так, даже на шестерочку на даже можно. шестерочку, да, можно тут. Потому что каждый своей этим плитой немножко, да, Да-да-да. можно не угадать. Что ты любишь кушать вообще? Вообще, как любой другой мужчина, я обожаю пельмени. В любом виде пельмени у меня.
Ну, все очень классическое, очень стандартное. Вообще у меня как бы таких вкусов нету. Допустим, Ну, любимое блюдо по пельмени. жареные пельмени. Жареные Да, пельмени. жареные Гёдзе. пельмени. Просто жареные. Просто Наши жареные. русские жареные пельмени. Да. Ну и как бы люблю такое классическое. Вот картошку с мясом я вообще обожаю. Ага. Для меня самое такое... Ну, то есть са- такая на самом обычная, вершине простая, топа оно понятная стоит. еда, да? Да. Как бы, как сказать, вот что-нибудь такое вот ресторанское, да, вот обычно же бывает там, Ну, такое витиеватое, что-то такое, да? Ага. да, там необычные какие-то растения попадаются туда. Ага. Вот, для меня это очень, как сказать, к этому я очень щепетильно отношусь, вот, чтобы такое есть, нужно знать, что ты есть. Ну, да, да, да. Так, мяско потихоньку можно уже перчить. Это у нас, Так, это у нас перец. это перец. Да, это перец. Ну, побольше Так. перца, да? Нет, нет. Пока так, потом еще можно будет поперчить. Если еще добавить, да? Хорошо. Так, можно, наверное, еще водичкой чуть-чуть залить. Водичкой. Водичку подготовили, держи сам. Уже, чтобы уже тушение пошло, да? Да, уже потихоньку тушить начнем. И можно, мне кажется, огонь тогда подбавить. Да, 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 обязательно. Да. Ну, чтобы она уже закипала по-быстрому. Ага. Потому что холодная вода, она... Тише. Давай. Так, и уже потом можно будет картошечку вместе с лучком кинуть. И ждем, да? И ждем уже приготовления. Ну, как бы очень все просто. А. Так, уже закипает уже потихоньку. Что поменялось в твоей жизни, ну, когда ты вот... Начал заниматься искусством. да, ну, когда ты свою жизнь вот так, ну, повернул. Честно сказать, я больше как-то раскрылся. Все равно в творческом плане, все равно есть какие-то свои идеи начинают появляться в плане музыки, развития в музыке. Вот, ну, что еще можно отметить? Как бы все равно ты уже занимаешься непривычным к тебе таким делом. То есть у тебя времени такового даже может и не быть. Все равно везде выступаешь, как бы что-то для себя новое открываешь. И в людях смотришь, как бы, и Ну, вообще понятно, да, в что творческом- круг общения поменялся. Да, круг да. общения. А распорядок жизни или какой-нибудь жизненный уклад, может быть, поменялся? Э, Не заметил какие-то такие специальные, какие-то такие Нет, ну, особые перемены? Может быть, времени чуть больше появилось. Больше? Да. Ну да, творческие люди же, они свободны, они же не работают. Конечно, но когда- все равно как бы Ага. и на семью время есть. С женой мы душа в душу живем. Да, Конечно, вот про семью это- теперь немножко тогда расскажи, Да, как вы вот, познакомились, как давно вообще? Мы с женой познакомились вот именно на том конкурсе. Ну вот, и среди значит, это уже сотрудников реально правоохранительных звезды сошлись, органов. это судьба же получается. Да, мы вот у нас такой девиз в Она семье. тоже в артистка, семье. получается? Нет, она не артистка, но она очень прекрасно поет. Она бы могла стать очень прекрасной артисткой. Так, но... Вот, но выбрала свою профессию. Ну, ты сказал, в службу. семье должен быть хватать одного артиста, да? Да. Именно так. Ну, я как бы сам приверженец того, чтобы в семье один артист был. Ну, как бы человек своей профессии. Вот. Что еще отметить? И вот мы с женой, получается, познакомились на этом же конкурсе. И, ну и, соответственно, полюбили сразу друг друга с первого взгляда. Очуметь. Вот. И, конечно, вот у меня творческая вся эта жизнь, конечно, тоже благодаря ей все это прошло. Ее поддержки, вот в плане выбора профессии, конечно, меня очень много людей поддерживало. Были такие краткие сомнения, все равно проблески.
ну, все равно как бы стабильность у нас, да, вот такое. Но жена мне прям сразу сказала, то, что иди за своей мечтой, Ну да. а я тебя поддержу, она мне Куда сказала. Золотая женщина. Да, вообще я Долго прям, ухаживал за ней? конечно. Ну как быстро вы поженились? Мы спустя 2 года, О, нифига. да, В современном мире это возможно разве? Хочет сказать, ну нормально, 2 года. да, 2 года, и все равно Как бы- старые давние времена, да? Да, Ну, ничего ну и себе. все равно, ну и как бы, Сейчас же чуть ли не так, мы познакомились, раз и поженились. Ну ладно, не буду говорить. Ну здорово, если повезло с супругой, то это здорово. Можешь как Поличу здесь приветы передать. вот, передаю привет родным и близким. Да-да-да. Можно. А, Сегодня можно. Вот, ну потом, наверное, да. Да, и потом еще тоже можно. будет. Хорошо. Вот. Так, мы быстро перескакиваем. То, что мне в голову приходит, Так, я задаю. Да. Вы дома следите за тем, что вы кушаете? Сейчас же вообще, ну вот, очень серьезно так пошло тема ПП, там подсчет калорий и все прочее, Вот. за тем, что кушают, типа это вредно, это не вредно, вот это есть Да, такое? конечно, непосредственно. Все равно, ну, здоровая пища, мы все равно комбинируем. да, хочется же Как всё, бы ну. все равно и мужчина в доме, он должен, ну, такой здоровый быть, всегда сытый. Ага. Да, вот. И, конечно, мы за этим приглядываем. Приглядываем оба, потому что у обоих рацион разный. Да, вот как бы все равно женщина должна следить за собой, все равно Ну да, да. супруга у меня тоже питается, как сказать, ну, еда на пару, не на масле, вот. Ну жареное, как бы. Да, сильно не исключаем, это, конечно. Ага. И, Фастфуд наверняка не кушаете. да, и, Но все равно иногда же хочется. Ну, и- Колу хочется нам, да? да, Что-нибудь такое сладкое. Чипсы. Конечно, обязательно. Итак, мы пока И- ждем. Итак, мы пока ждем. У нас сейчас пока тут все парится, жарится, парится. Вот что еще хотел рассказать. Давай. Наш коллектив. Хотел рассказать про наш коллектив. Очень веселые ребята. Вообще для меня коллектив это, ну, из другой профессии в другую, Да. Как тоже, приняли тоже тебя, да? совсем, Как совсем приняли? другое. Ну, я думаю, Дедовщины нету? нет, конечно. Вот, Так и не говорили, вот с ним пойдешь сейчас на раз. Нет. Ну, все равно. Люди цивилизованные. Да не, я прикалываюсь, но все равно, Да-да-да. думаю, как каждый коллектив надо втереться, там, Нет, в доверие конечно. и все прочее. Да. Да, и Ой, я вот, поэтому и спрашиваю, как приняли? очень хорошо приняли. У меня несколько знакомых там было. Уже было? Уже были, оказывается, работали. Вот. Ну, и они вот меня подтолкнули к тому решению, вот, чтобы я работал в филармонии именно. Вот. Очень разносторонние ребята, очень такие, все открытые. Что еще отметить хотел? Коллектив очень дружный. Вот тут с коллективом очень повезло. Вместе корпоративы, вместе время проводите, наверное, свободное или как? Вместе время проводим, да, вот иногда на выходных вот так вот, когда от работы у нас вот уже Что-то летает, есть да? свободное время, да. Тополиный пух. Так. Вот, все равно видимся, друг друга поддерживаем. В плане вот учебы мы тоже как бы все друг другу помогаем, что-то новое найти, там вот развить. Такое, обычно же бывает мнение такое самокритичное, и ты, бывает, тебя очень сильно занесет в этом плане. Да, то, что вот, делаю ли я это правильно? Ты Да. начинаешь уже задумываться. Да, немножко самоедство, да? может Да, быть, такое самоедство, и в плане творчества, есть же такое понятие еще творческий кризис. Ну, творческие муки. Да, творческие Да, муки, да. и ты уже вот прям... Муза пока еще не посетила, Да. или посетила, но ты Так, не бросаем почувствовал. мы уже картошку. Да, У пожалуйста. нас. И, по-моему, огонь, потише надо. Так, чуть-чуть потише, ага. Да, потому что уже все скипело, все хорошо. Так, и лучок добавим. Лучок в конце. Лучок сразу. Я имею в виду вот здесь, сейчас. Так, ага. Так, сначала солим. Солим.
готовим. еще перец, да? Так, нет, размешиваем и потом перчим. Мне вот получается, как кажется, это вот прям такая холостяцкое, холостяцкое такое блюдо, да, необычное. Мне кажется, классно получается пока. Вот мне тоже кажется, аппетитно очень смотрится. Смотрите, да. Так ребята сидят там тоже. Очень аппетитно. Да. Так, и перчим. Потихонечку перчим. Ой, я не могу не отметить перец. Это вообще для меня самое главное блюдо, наверное, черный перец. Да ладно. Да, то, что, вот, ну, я считаю, то, что Но он полезный. еда без него не еда. То есть все перчишь, да? Все перчу вообще. А острое вообще любишь? Острое нет. Острое как раз таки не ем, но перец я вообще обожаю, черный. Ну да. Вот. Те же самые пельмени сварю. Вообще, когда даже суп у нас готов, у меня всегда на столе стоит черный перец, черный молотый перец. Да. Да, и все, как бы уже добавил, и жизнь прекрасна. Ну и как бы он и полезный, и здоровый Ну для да. человека. Он вообще очень такой топ продуктов входит. Слушай, ну опять же возвращаясь к твоей профессии, да, вот ты начал петь, тебя позвали в филармонию работать, ты уже начал петь, и потом стал студентом, правильно? Да. Да. А как долго учатся вообще на это? Ну сейчас у нас по европейскому стандарту все учатся 4 года. Ну, Вот, бакалавриат, потом... Бакалавриат, ну да, и вообще как бы все это дело, я считаю, слишком мало времени дается студенту, 4 года. Вообще, Мало? Вокалисту, да, мало. Для того, чтобы педагог полностью его раскрыл. Все равно, это все зажимы, как бы это все в голове зажимы. Как бы сказать, психологическое все равно у артиста это остается. И, допустим, вот педагог, он все эти мышцы, все эти сомнения в тебе, это все разжимает. Ну, то есть 4 года мало. Ну, то есть можно бесконечно учиться. Бесконечно. Вот даже, мне кажется, артисты такой первой величины, они все равно учатся. Все равно, да, развиваться, вокалу, допустим, нет предела. Вот так можно сказать. Все лучше и лучше и лучше. Все лучше, да. Вот как он, чем старше становится, тем лучше, можно сказать. Вот, допустим, я владею голосом баритон. Баритон. Да, у меня вот баритон. И А много голосов вообще есть? Ну вот я знаю бас, баритон, Конечно. альт, сопрано, там, вот Тенор. это, тенор, Да. вот тенор. А, кстати, да, 3 тенора, да, были самые известные. по-моему. Да, 3 тенора, вот Лучано Повороте, вот они, да. Доминго, Каррерас, да. Да. Ага. Много вообще этих голосов есть, да? Да, конечно, вот и не могу не отметить вот тоже творчество Юрия Александровича Гуляева. Был такой оперный певец, но он очень рано ушел из жизни. 55 лет именно в свой расцвет своей карьеры. Он еще вот в Большом театре работал. Вот как бы работая там, завершил уже, вот, ну, скоропостижно уже завершил свою карьеру. Вот. Очень такой насыщенный баритон, и как бы он как служит сейчас такая методичка для начинающего и вообще практикующего вокалиста. Так, можно еще водички сейчас еще подольем, чтобы она, да. И тогда тоже, опять же, огня чуть-чуть добавим. Да. Мне кажется, сейчас его на 9-ку, наверное, добавим. Потом закипит и убавим. Да, конечно. Можем посмотреть, поставь. Ты упомянул своих учителей, педагогов, да? А есть люди, ну вот тоже упомянул немножко, на кого ты равняешься, ну то есть, скажем так, может быть, не кумиры, а ну, те, которыми ты восхищаешься, ну, из твоих коллег. Восхищаюсь я, конечно, непосредственно моим педагогом Айталиной Савичной Адамовой. Юрий Байшев тоже не могу не отметить, очень Односельчанин такой, наш. Односельчанин? Да. Ух ты, ничего себе, здорово. Тюгулинский же. Ясно. Вот. Тоже все равно с некоторыми артистами я знаком лично.
все равно как бы очень хорошо знакомы, вот, делимся опытом. Бывает очень прям этот самый такой ценный опыт получаю. А из российских, из советских, из международных, там, на мировых вообще звезд? Конечно, уже тот же самый Юрий Александрович Гуляев, Муслим Магомаев, Борис Штоколов, вот такие баритоны, басы. Как бы для меня очень привычно слушать мужской голос, и, ну, желательно, который мне подходит, и такой тембристый. Ну, то есть у тебя в плеере, в наушниках все время это есть, ты слушаешь сейчас? Классика. Я стараюсь сейчас слушать классику, ну, как бы самому расти, новые произведения для себя что-нибудь открывать. Конечно, я слушаю популярную музыку, эстраду слушаю, тоже вот такая высокая эстрада, очень хорошая. Все равно. Бывает такое, то, что ты хочешь от чего-то отдохнуть, и совсем другое направление. Даже да. бывает, даже рэп слушаю. Ну, а почему нет, да? Да, Ну, конечно. То есть, да. Не, ну, допустим, я как обыватель задам тебе такой вопрос. Многие же говорят, ну вот есть поп-артисты, эстрада, те, которые вот на коне, ну, например, Мадонна считается, ну, одна из самых таких, да, ну, это и по деньгам, и по сборам, Да. и по всему, и по популярности, но все говорят, что у нее голоса нет, она поет хреново, ну, вот, скажем так, да. А есть, ну, условная Селин Дион, конечно, она тоже мировая звезда, но вот поставленный классический голос. Это уже немножко другое, да. Вот для того, чтобы человек было приятно слушать, ну, вот очень красивый голос, можно ли любого человека научить? Вот, как мне кажется, личное мое мнение, ну и некоторые тоже со мной, наверное, согласятся, нет человека, который не умеет петь. Все равно физиологически мы... Спасибо, спасибо. Физиологически мы все одинаковые. Но. Как бы вся проблема вот в голове. Вот есть люди, которые говорят, да, хочу я очень сильно петь, но я не умею. Но я не умею, да. Да, вот. И либо стесняюсь. Да, либо стесняюсь. Либо вроде в душе, когда я один, хорошо получается, ну мне так кажется. А когда на люди выходишь, вот это. Все равно, ну да, Это вот что такое? это те же Какой-то зажимы. зажим, да. Вот Да. здесь. И чувство ответственности, как бы это Ну, все равно психологическое, да, все да. это играет роль. Ну, то есть, получается, педагоги и с этим работают тоже. Педагоги, они, да, они и психологи, и они же как бы все эти зажимы все снимают. Есть специальные дыхательные упражнения. То есть, что есть вокал? Это правильное выдыхание воздуха, Ну, называется. Физиологически это так и есть. Да. Ну, то есть мы так, вот и спел, да? Ну, то Вот, есть, да, и то есть вовремя как-то эти голосовые связки, ну, зажал туда, что-то делал. Конечно, нужно наполниться, вот, допустим, да, вот как бы, ну, это не одного дня, как бы упражнение, чтобы Да. вот это вот все вот показать. И все равно это должно у тебя войти в привычку. В дальнейшем, когда ты, допустим, заканчиваешь институт, ну, вот, учебное заведение, ты уже должен выйти готовым артистом. Ну да. Да, вот со всеми снятыми зажимами. И все, и вот и как бы Которого в творить. любой момент можно попросить спеть, и он споет. Чуть-чуть разомнется и все, или как? Все равно нужна распевка. Распевка как бы, чуть-чуть, да, просто так, ну, конечно, артист. Был же фильм такой, там яйца там, так, яйца, и говорили, что Нет, яйца. вот- Это фигня, да? Да, вот многие говорят, то, что это стереотипы. Ну да. Вообще то, что яйца глотать, там, вот, Да, ну, да. что-то такое вот принимать, По-моему, растительное масло. пить. Любовь Орлова, да, по-моему, была, да. Она поет, мучается, потом взяла там что-то вытирала и там спела вообще. Вот, конкретно, и, да. скорее всего, она, наверное, и распелась Вот, перед этим, как вот да. перед камерой. да. Вот, а так это не работает, конечно. Все равно роль это большую не А играет. если слуха нету? Все равно человек его нарабатывает. Вот я, кстати, Ну, то есть как- в ноты не попадает, либо, ну, поешь, но как-то нескладно и, ну, скажем так, неприятно слушать. интонация плавает. Интонация, да, Интонационно и плавает. ухо режет, говоришь, ну, закончи, Вот все. я хотел тоже такой случай рассказать. Давай, Когда давай. я учился на юриста, у нас был вокальный ансамбль, кружок такой. Ага. Ага, вокальный ансамбль «Нурал» назывался. «Нурал». Ну, Урал, ага. Ага, вот. По-якутски. Да. И у нас был парень, который только стихи читал. Вообще он, ну, как бы петь, вот, ну,
не хватало такого опыта. Но он выразительно, красиво, да? наверное? Он хорошо так читал стихи. Так, Ага. поставленный голос, получается. Да, ну, более-менее, скажем так. Так. И в течение 3 лет, вот сколько он с нами ходил в вокальный ансамбль, он уже начал петь все эстрадные песни. Павла Семенова «Үсхатын» песню, очень шикарно он ее научился петь. Пел. Да, и для себя вот я сделал такой вывод, то, что нету человека, который вот не может петь. Все равно вот может какой-то фактор есть, или можно научить, или человек он уже со временем уже сам раскрепостится. Ну что-то должно так щелкнуть, наверное, да, или что? Скорее всего, не знаю. Желание. Ну, нет, лишь бы было бы желание, мне кажется. Конечно. Да? Лишь бы, Если очень захотеть, можно в космос да, полететь. Конечно. Ага. Главное, чтобы желание было. Ну да. Ну вот у меня есть желание, но я до сих пор не умею петь. Ну то есть, когда я пою, говорят, все, прекращай, мне все, амба. Вот, и, кстати, вот нельзя, чтобы люди вот так вот Так говорили. делали? Да. Ну а что делают друзья? Такие друзья? Ну, не знаю, вот мои друзья, они очень большую роль тоже в этом сыграли. Они всегда меня поддерживали. Вот, как бы. Не, ну когда вы с друзьями собираешься, конечно, всегда же хорошо, когда кто-то поет. Да. Говорят, это, допустим, на празднике, тост поднял и сказал, и музыкальное За всех поздравление, отстрелялся. музыкальное произведение хочу исполнить своего друга вот, Василия. И кто встал, спел. Здорово. Вот так оно в некоторых случаях и было. Да, а то я, говорит, совсем петь не умею, и приходится вот так же. Да. Итак, на каком это у нас этапе, Вася? Так, у нас уже почти все готово. Мне кажется, у нас уже все готово. Ну, мне кажется, да, и выглядит как будто готово. На медленном огне немножко пускай постоит, потомится, пока я буду резать. Зелень для Да, украшения, я зелень, понял. петрушку для красоты укропчика. Хорошо. Слушай, ну мы проговорили про твою жизнь практически всю, да, про работу, про пение, да. А хобби, интересы, как ты отдыхаешь вообще? Я знаю, ты футбол. Вот для меня Да, это я всё- вообще обожаю футбол. Ну, можно не сказать, что прям живу, но очень люблю футбол. Болею я за клуб «Ливерпуль». Жаль, что не за Милан, ладно, сразу это должен и я сказать был. Так. Вот. У нас есть официальная даже, ну, как бы фан-группа в Якутске. Да, вот Ребят, которые топят за Ливерпуль. Да, болеем за Ливерпуль, ходим на матчи периодически, на такие знаковые матчи. Собираетесь вместе. Да, вот особенно... Деретесь с манкунианцами. Ну, Шутка. да. Не бывает такого? Нет, были бы здесь манкунианцы. Да. Шучу. Вот. Очень как бы у нас такие теплые встречи проходят. Ага, и на финалах вот Лиги Чемпионов вот в последнее время тоже собирались. Ну, вам повезло, конечно. Да, Вы выигрывали недавно, да. Да, вот наши чемпионские вот эти сезоны, это что-то с чем-то. Все равно сколько лет вот с 2005 года Ну да, ждали. ждали всего. Этот день мы приближали как могли, как говорится. Ну здорово. Вот, слежу за всеми трансферами, вообще за футболом. Ну, вообще интересная очень, тема. очень пристально за топ-клубами. Вообще как бы, ну, слишком далеко не ухожу, конечно. За Испанией слежу, за всеми. Так, ну, у нас уже скорее Да, всего можно, все готово, можно выключать. Можно выключить. Ну и вот, давай я тебе тарелочки. Ну что, самое приятное в нашей передаче это уже наступает потихоньку, Спасибо. непосредственное пробование. Ну что, Вася, Так. приятного аппетита нам, давай попробуем, что у тебя Приятного получилось. аппетита. Простая, понятная, мужская еда. Такое. Жаль, Тарбахова нету, чтобы он сказал, но я тебе пятерка из пятерки. Действительно, у тебя получается. Здорово, у тебя получилось. Мы за кадрами обязательно это все докушаем. Ну и по сложившейся нашей традиции в нашей передаче, пожалуйста, Вася, на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Хочется пожелать крепкого здоровья, всем счастья. Занимайтесь вокалом, ничего не бойтесь, не останавливайтесь ни перед чем. Всем спасибо. Да, а я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях артист Государственной филармонии Якутии имени Галины Михайловны Кривошапка, студент
артистка Государственного института культуры и искусств Василий Пеникин. Вася, еще раз спасибо тебе большое. Спасибо, что пригласили. Больших творческих успехов тебе. А мы на этом, друзья, заканчиваем. Программа «Просто вкусно», канал Якутия 24. Будьте здоровы и, как говорится, кушайте всегда как просто вкусно.